Перед депутатами местного самоуправления стоят важные и ответственные задачи по решению актуальных проблем населения и обеспечению социально-экономического благополучия. На брифинге председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Маршан и депутаты Инна Кварча и Астамур Кутарба рассказали, что мотивировало их баллотироваться в свое время и каких результатов они добились за 5 лет депутатской деятельности. К сожалению, не все инициативы мы воплотили в жизнь, но инициатив было на самом деле очень много. Они касались и поправок в закон об административно-территориальных единицах, они касались и местного референдума, они касались многих вещей, которые влияют на жизнь нашего города. Лично, что меня побудило, я вырос в городе, хотел там внести какую-то свою лепту в наш город, хотел что-то изменить, с такими мыслями шел. Сухумское городское собрание по мере возможности делало все для решения злободневных вопросов горожан. Другое дело, что, по словам депутатов, у горсобрания мало полномочий, чтобы решить многие проблемы. Зачастую решение собрания носит рекомендательный характер. Мы можем инициировать за неудовлетворительную работу, позвать начальника управления и ему вотум недоверия, допустим. Такая формулировка. Она тоже носит рекомендательный характер. Не захотел я, как глава администрации, убирать этого человека. Никто меня в данном случае не может заставить. То есть при утверждении кандидатуры мы даем свое согласие, а при его отстранении от должности с нами этот вопрос не согласовывается. Мы можем быть абсолютно удовлетворены тем, как он работает, но, опять же, глава администрации с нами не согласовывает. Депутаты городского собрания работают исключительно на общественных началах. Они не получают зарплаты, кроме руководителя и нанятых сотрудников. Однако, по мнению председателя собрания Дмитрия Маршан, депутаты должны получать зарплату, чтобы все свое время посвящать решению проблем избирателей. В нынешнем созыве Сухумского городского собрания 25 депутатов, но уже на предстоящих выборах депутатских мест 19. Дмитрий Маршан рассказал об этой инициативе. Около 2000, 2300, 2500 на округ. Это не совсем большое количество людей. Это можно все равно работать с этими людьми. Поэтому, если в общем считать, то на каждого депутата количество избирателей не намного увеличилось. Но мне кажется, что это для конкуренции, для конкурентной борьбы это лучше стало. Одной из проблем не только органов самоуправления, но и многих других госструктур является использование абхазского языка на заседаниях и в делопроизводстве. Как отметил, отвечая на наш вопрос, председатель собрания Дмитрий Маршан, использование русского языка необходимо, так как далеко не все депутаты владеют абхазским. Исходя из этого, мы проводили заседания, в своем большинстве на общедоступном языке, это на русском. А на абхазском? На абхазском в полной мере нет. Нам остается надеяться, что депутаты следующего 7-го созыва будут использовать родной абхазский язык в полной мере, исполняя тем самым закон о государственном языке. К концу брифинга депутаты Дмитрий Маршан, Астамур Кутарба и Инна Кварча сообщили, что никто из них вновь не баллотируется. Они также пожелали удачи кандидатам в депутаты городского собрания. Очень хочется, чтобы они были ответственны, чтобы они были постоянно в контакте со своими избирателями. И пользуясь случаем, хочется обратиться тоже и к своим избирателям, в первую очередь с благодарностью за оказанное доверие. И пусть не судят строго за то, что не все обещанное было исполнено. На это были ряд объективных и субъективных причин. Но, однако, хочется сказать, что ни одно заявление, которое поступило лично на мое имя, оно не осталось без удовлетворения. Выборы депутатов Сухумского городского собрания пройдут 11 апреля. Алика Трапш, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.